Атрыску хасасца, атрыску апшмасва. Яка хаслого ахтыс, дарахтыс бзио. Хурадук изнымцква зыдуни зыпсахыз, аха аюн плащахква апсышвалы, урысвалы рапсара яхзаз, даур зантария иско ашко наской тыци. Яшко апсныка яй. Ашкуевич Максим Гуреев. Инагу Аурус Шкуевин, режиссер. Уиджаба Апотуакцо. И табу понятно, Апсо Сахи Юра Бзи избо. Чидала Даур Зантария Юмтаква. Рух Харакис Шо Харци. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем отважное для нашей литературы, в целом для нашей культуры событие. Выход книги, посвященной жизни и творчеству самобытного абхазского писателя Даура Зантария. Даур Зантария прожил не так много. По абхазским меркам век его был обидно краток, каких-то 48 лет. Но за это время он сумел создать произведения как на абхазском, так и на русском языке, получившие высокую оценку знатоков и завоевавшие любовь читателей. Книгу о нашем Дауре написал Максим Гуреев, известный русский прозаик, сценарист, режиссер, за что ему огромная благодарность. Она вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». В этой серии книга об Абхазии выходила только один раз, в далеком 1962 году. Это была повесть Георгия Гуля о его отце, основоположнике абхазской письменности и литературы Дмитрия Гуля. Это не значит, что за прошедшие 60 лет в Абхазии не было деятелей, заслуживающих быть причисленными в когорте замечательных людей. Тем не менее, выход книги о Дауре Зантария не случайен. Он объясним пронзительностью его человеческой судьбы, яркостью его личности и незаурядностью его писательского почерка. Но все это могло бы не иметь такого исхода, не будь ценителей Даура, не будь энтузиастов по продвижению его творчества, не будь его друзей, которые здесь присутствуют и являют всем нам, несмотря на прошедшие четверть века со дня его смерти, высокий пример верности дружбе и памяти дорогого им человека. Максим Гуреев пишет о русских текстах Даура Зантария. Но абхазские тексты Даура в своем объеме превосходят его русские тексты. Этот факт ставит перед нашими литераторами дерзновенную задачу написать свою версию подлинной жизни Даура Абхазского, как это сделал Максим Гуреев, написав свою версию подлинной жизни Даура Русского. Будем надеяться, что такая книга появится в недалеком будущем. Дорогие друзья, какое счастье, что был на свете Даур Зантария. Этот чудный, яркий, талантливый, самобытный человек, который потряс меня совершенно, когда мы с ним оказались вместе в Доме творчества Переделкина. Я сейчас рассказывала, что мне посчастливилось жить с ним напротив друг друга. Он жил напротив меня в комнате и писал свой эпохальный роман «Золотое колесо». И когда он приходил и читал мне отрывки, я была совершенно заворожена его прозой, а также поэзией. Когда он своим хриплым голосом читал «Ночь над деревней, глубока, повсюду тишина, разлита целокупно», или он говорил какие-то строками совершенно необыкновенными на русском языке. И я сейчас услышала, что именно роман «Золотое колесо» был написан им впервые на русском языке. Когда он закончил этот роман, то мы были уже близкими очень друзьями.
И когда он закончил его, он сказал: эх, если бы я был в Абхазии в это время, сейчас я, как настоящий кавказец, должен был бы накрыть поляну на 400 человек. Ко мне пришли бы мои друзья, мы бы пили, гуляли, это было бы столько любви просто. А тут в Москве как-то, ну, никак, все повседневно, буднично, ничего такого не происходит. Я позвонила своей подруге и сказала: Света, быстро жарим, парим, Даур закончил свое золотое колесо. И мы с ним пошли в гости и купили вот такой огромный арбуз. А Света жила на 5-м этаже. Я сказала: Света, да я понесу Даур, да я понесу этот арбуз. Негоже человеку, поставившему точку в своем эпохальном романе, таскать арбузы на 5-й этажи. На что он сказал: Марина, тебе даже моя любовь в тягость. Как ты можешь вознести на 5-й этаж такой огромный арбуз? Даур был потрясающе остроумным человеком, красноречивым. Когда мы пришли, как раз сын Светы, он умел обращаться с компьютером. Он сказал: может он вывести мой роман из компьютера? Я сказала: намекни, «Золотое колесо» — огромный роман. И Руслан вывел этот роман. И когда он принес горячую стопку романа «Золотое колесо», который, я уверена, что все вы, если еще не прочитали, вы счастливцы, потому что вас ждет огромный подарок. Он прижал этот горячий роман к груди и сказал: ой, что-то мне нехорошо. Пошел, лег на диван и заснул. А разбудил его пес Светланы, который пришел и стал лизать его в лицо. Он проснулся и покатился пир горой. Мы все старались сделать для того, чтобы праздник, который должен быть у писателя, когда он закончил такую грандиозную вещь, был вместе с ним. Праздник, который всегда с тобой. И вот этот роман, он вышел благодаря абхазской диаспоре небольшим тиражом. Но потом мы поняли, еще он вышел в журнале «Знамя». Даур был жутко горд. Он сказал: ни одной запятой не исправил главный редактор. Это был триумф абсолютный. И потом мы выпустили, когда уже не стало, к сожалению, Даура, то мы выпустили вот эту книгу «Колхидский странник», где российские писатели передают Даура из рук в теплые руки, любя его, восхищаясь им. И Даур в своем первом романе на русском языке послужил учителем и мне, и многим литераторам в Москве, которые читали его и восхищались им. И прекрасный Андрей Георгиевич Битов сказал, что Даур сулила мировая мощь просто после его повестей «Янжи-Ханум», «Обойденная счастьем», после его повестей и романа. И, к сожалению, вот его не стало. Мы очень сожалели об этом. И поэтому родилась эта книга. И эту книгу проиллюстрировал мой муж, художник Леонид Тишков. Он приехал с даром. Дело в том, что вот мы сейчас разговаривали, мы говорили про прекрасного воина света Цизу Гумбу, которая открыла культурный центр имени Даура в сложнейшие времена, в труднейшие времена. И перед ней стояла потрясающая задача — сделать музей человека, у которого вообще, можно сказать, ничего не было. У него была только трубка. У Цизы была трубка. Но Леня, мой муж, который ревновал меня к Дауру, потому что видел, что не влюбиться в Даура было невозможно, он подарил ему свое пальто, которое очень нравилось Дауру. Он сказал, что он мечтал бы пройтись в этом длинном пальто, потому что он был гораздо ниже Лени, по Баден-Бадену. И это пальто ему так шло, все с таким потрясением. Он говорит: смотри, как на меня все смотрят потрясенно. И теперь пальто, поскольку Леня уже свое подарил, теперь он привез в музей рисунки свои, оригиналы. Да. Леонид Тишков, художник, иллюстратор, живописец, с мировым именем. «Частная луна», может быть, вы знаете, он путешествует по всему миру. И вот он проиллюстрировал Даура Зантария. Я здесь вообще-то первый раз, вот просто мне неловко так признаться, но по набережной Сухума мы
вчера прошлись всей компанией. Я был очарован просто космосом и всей мощью вообще страны и природы, и морем. А впервые, в общем-то, я по-настоящему почувствовал Абхазию, когда мне пришлось проиллюстрировать произведение Даура Зантария. И когда я стал читать его «Золотое колесо» и его повести, и стихи, я нашел много какого-то такого общего для меня, потому что меня всегда интересовало. Сам я вообще родился где-то тоже в горах, на Урале и в небольшом городе. А уральцы — это такой своеобразный русский народ, как можно сказать, отдельный такой. И у нас все тоже как-то замешано на сказах, мифологии. И чтение произведений Даура Зантария, они разбудили во мне тоже вот это отношение к миру, к земле, к истории. И у меня так легко как бы все это рисовалось. И я уже когда вот пошла речь о том, что мы сюда приедем и будем праздновать день рождения Даура Зантария, который сегодня ему исполнилось, то я подумал, ну вот, как я замечательно, что я согласился это сделать и рисовать больше 20 лет назад, почти четверть века. И я понял, что они, эти мои акварели, они должны быть здесь, обязательно здесь, потому что и нигде более, да, просто. И как раз вот культурный центр Даура Зантария, мне кажется, достоин для того, чтобы эти работы. Здесь есть даже портрет Даура, как он вылетает на лестнице, и много-много всего. И я хочу, ну тут их много, тут целая пачка. Я, честно говоря, даже не считал, сколько сыза здесь. Передаю эти. Да. Сердце. А это я просто хочу зачитать. Когда я рисовал, то некоторые строчки Даура западали ко мне, и они как бы печатывались. И вот этот бык с рогами и с месяцем здесь. И здесь такой текст. Я даже вот страница 53 о звездопаде. Единая земля стоит на рогах быка. Понимаете, вот это, как вот так, что на рогах быка стоит единая земля. И вот это главное чувство, ощущение Даура Зантария, когда ты его читаешь, что нам, людям, принадлежит единая земля. И мы должны быть счастливы, что мы здесь родились, живем и все вместе славим эту землю. Землю там, где мы родились, где мы стали любимы, и дальше мы храним память о наших предках и продолжаем нашу жизнь в наших детях. И я надеюсь, что наши дети и наши внуки будут читать книги Даура Зантария. И как говорил Даур, книга – лучший подарок для джигита. Каждую саклю по книге. Поэтому я тоже привезла еще одну свою книгу. Даур был великолепным прообразом в романе. И в моем романе «Гений безответной любви» он просто настоящий герой. Он так любил, когда я ему читала отрывки из этого романа. Он был просто в восторге. Он говорит, в Абхазии все думают, что я груши околачиваю тут в Москве, а я служу прообразом в поте лица, говорил Даур. И теперь вот вышла моя новая повесть, которая называется «Райские птицы над небом Абхазии». Это фраза из Даура Зантария с иллюстрациями, опять же, Леонида Тишкова. И я эту книгу даю тоже ЦИЗе, музею и культурному центру. А сейчас мы переходим к самой главной книге, ради которой мы
Собрались, Цизочка дорогая, Циза. А сейчас мы переходим к самому главному событию. Это выходу в ЖЗЛ книги Максима Гуреева. Если можно, да, я представлю Максима Гуреева, нашего друга замечательного. Максим Гуреев – это потрясающий человек. Он режиссер, документалист, во-первых. Он снял около 70 больших документальных фильмов. Большое количество, представьте себе, книг биографических и о Сергее Довлатове, и о Данииле Хармсе, о Фаине Раневской, о Тарковске. И вот сейчас, когда мы обратились к нему, Максим Гуреев так глубоко проник в жизнь и судьбу Даура Зонтарии, что он написал такую замечательную книгу. Друзья, знаете, о чем я подумал? Упоминался неоднократно Андрей Георгиевич Битов, а в 1996 году, когда я впервые с ним стал общаться, на вопрос о фамилии, он много рассказал, неожиданно. Он сказал, что у него накопилось, что давно не спрашивали об этом. И, в общем, Битов в результате каких-то его изысканий перед этим, это очень частая фамилия в каких-то, вот, по-моему, в области Черкесии, в каких-то вот, небольших селениях. То есть это реально кавказская и, скорее всего, черкесская фамилия. То есть вот такое тонкое пересечение, оно не имеет никакого, ну, как бы, такого, может быть, метафизического значения, но оно что-то тоже говорит. И вот это духовное родство, которое было между двумя друзьями, писателями, оно очень многоплановое. И я когда задумывался, почему именно... Вот смотрите, Битов вывел Даура как своего друга и, в общем, какого-то экзистенциального собеседника. Вывел персонажем в своей повести «Оглашенные». Он один из последних в своей жизни рассказов посвятил памяти Даура. И совершенно потрясающий факт, над которым мы почему-то раньше не задумывались. Единственный опыт литературного перевода жизни Андрея Георгиевича Битова – это перевод с абхазского при поддержке автора рассказа Даура Зонтария «Витязь Хат» из рода Хатов. Вы представляете? То есть гигант русской литературы единственный раз в жизни преодолел естественный нарциссизм любого автора перевести другого, именно ради Даура. То есть это совершенно феноменально. Ну и потом я напомню мне лишний раз, что когда российские крупнейшие литературные журналы публиковали повести Даура, ну, собственно, их было 3 в течение 90-х годов, вот, то каждый раз из тех десятков известнейших писателей, в основном российских, но также переводных на русский язык из разных стран, и всех из них редакции этих журналов выбирали именно Даура Зонтария и выносили на обложку его повесть и его имя. То есть это что-то необыкновенное говорит о нашем Дауре. В общем, знаете, еще такой очень важный момент лично для меня. В 2013 году, я не знаю, есть ли здесь в зале Сергей Арутюнов, это человек, который меня до этого, занимавшегося только антропологией, а до этого биологией, он меня буквально заставил преодолеть страх перед переходом в другую дисциплину. И через полгода я решился и написал заявление в Абхазский институт гуманитарных исследований на соискательство, на заочное. Потом дело, после 2 каких-то докладов, дело застопорилось, и значит, вот 70-летие Даура 3 года назад наш прекрасный Владимир Константинович Зонтария, как я это сам как бы пересказываю в таком варианте, что он с абхазским кинжалом подошел ко мне и не тяни, давай заканчивай. И действительно, я не успел закончить диссертацию до его ухода из жизни. Это колоссальнейшая потеря. Вот, и здесь мы с ним прощались 2 месяца назад. В общем, я что хочу сказать, что когда ты знаешь человека и как бы находишься с ним по одну сторону внутри литературы, то это одно. Но когда ты делаешь над собой усилия и ты становишься исследователем, холодным, ты должен быть скальпелем, то есть ты уже не дружеская рука, а ты холодный скальпель, который разрезает на части
для того, чтобы что-то увидеть, рассмотреть. Это очень тяжелый опыт, и, в общем, Даур, возможно, не согласился бы с некоторыми научными выводами. В общем, чтобы как-то не слишком на этом концентрировать ваше внимание, дорогие гости, я завершу вот чем. То, что произошло сейчас, вот именно выход именно в серии ЖЗЛ, именно в исполнении опытнейшего биографа, то есть человек, который именно гигантов русской, в том числе культуры, описал их биографии, Максима Гуреева. Именно это стало сейчас таким колоссальным именно изменением статуса нашего Даура. То есть об этом сегодня говорилось в высоком кабинете, о том, что при жизни так случилось из-за того, что именно вот в послевоенный период был долгий и последний период жизни Даура, он не получил никакой литературной премии. Но вот этот статус автора, о котором есть книга в ЖЗЛ, наравне с величайшими умами и деятелями человеческой истории, это такая мегапремия, которая что дает? Друзья, самое главное сейчас – это то, что некоторые барьеры для перевода творчества Даура на другие, на все языки мира, эти барьеры сейчас падут, потому что эта мегапремия – это некий знак качества для всех для всех переводчиков мира. Будет означать, что его имеет смысл переводить, а для этого имеет смысл почитать. То есть Даур не прочитан русскоязычными переводчиками в разных странах. И теперь я надеюсь, что вот этот процесс уже переведен на 3 или на 4 языка, Даур, но дальше процесс пойдет. На 4, потому что на хинди 3 года назад несколько его стихотворений уже было переведено одним из лучших переводчиков Индии, живущим в России, Анилом Джанвиджаем. В общем, спасибо Максиму за то, что он именно вот сделал такой, в общем-то, дружеский. Он не был знаком с Дауром, и он все время жалуется на то, что он не послушался Андрея Георгиевича Битова, когда тот ему, студенту, еще сказал: читай Даура Зонтария. Но он с этим повременил, а потом был поражен мощью Даура, когда перед ним стала уже эта конкретная задача. В общем, я чуть-чуть дорисую ту метафору, которая вырисовалась, что когда писатель пишет от себя и в общем-то, о себе, то он как бы сгущается для всего мира, он становится неким таким именно уплотненным образом, который виден издалека. Когда писатель пишет о другом писателе, он должен стать прозрачным. Его должно быть не видно, правильно? И вот эта прозрачность, она в результате становится увеличительным стеклом, через которое лучше видно вот то, что сделал Даур. Спасибо Максиму и спасибо всем. Я ужасно рад. На самом деле мы сегодня являемся свидетелями очень большого культурного события в жизни Абхазии. Даур Зонтария начинает занимать положенное и заслуженное ему место в ряде известных в мире писателей. Мне было очень приятно слышать сегодня и всегда, когда я слушаю Марину Львовну, я всегда с восторгом ее слушаю, потому что это такой человек открытой души, и она вот эту эмоцию, которую она проявляет, да, она ее дарит всем нам, всегда и заражает нас всех, так сказать, вот этим человеколюбием, так сказать, да. И то, что она написала о Дауре Зонтария в свое время, вот до выхода книги Максима Александровича Гуреева, да, лучше нее никто не написал. И очень много есть очень интересных моментов о его жизни, о которых мы ничего не знали, пока вот не было опубликовано вот эти воспоминания. В книге Максима Александровича Гуреева я прочитал тоже какие-то вещи, которые были скрыты от нашего взгляда, мы не знали многих вещей. Даже люди очень близкие к Дауру Зонтария, да, которые вместе выросли с ним, да, они тоже не знали некоторых подробностей. Но сегодня, так сказать, благодаря этой книге мы это узнали. Я сегодня уже цитировал несколько раз, да, но хочу теперь вспомнить цитату Татьяны Бек, вот, которую я прочитал у Максима Александровича. Я думаю, это будет интересно.
я так понимаю, что у них были какие-то отношения между собой, и вы об этом рассказывали, когда Дауд, говорит, запретил нам, говорит, в его присутствии что-то не так говорить, значит, о ней. Это я вас цитирую сейчас. В Москве как-то вот вы это говорили. А у Максима Александровича он привел цитату. Татьяна Бег очень известная поэтесса московская была. Кстати говоря, она ушла из жизни тоже. Это все связано, по-моему. Да? Вот после смерти Даура она считается, что умерла от сердечной недостаточности, но, как я слышал от наших друзей, да, связано с уходом Даура это все было. И вот у нее есть такие строчки, оказывается. Я твой грех, а ты мой крах. Ну так только поэтесса может, наверное, да? Вот сказать и емко, и однозначно понятно, о чем идет речь. У Даура есть много вещей, и я хочу вам сказать, что абсолютно он находится вот в одном ряду с Фазилем Абдуловичем Искандер. Ну, судьба была благосклонна к Фазилю Абдуловичу, который очень много работал, естественно, и очень много опубликовал, написал, и при жизни был признанным философом. Да? Дауру судьба отмерила меньше времени, но все, что он написал, дорогого стоит. У него очень пронзительные стихи, пронзительная поэзия, край одноногих женихов. Вот наблюдение тоже, только поэт может так вот увидеть. Все мы это обращаем внимание после войны, да, сколько у нас ребят покалеченных было. А вот он видит таким образом, край одноногих женихов. Вот после войны в одном стихотворении. Я еще одну цитату приведу, которую думал приводить, не приводить, но в конце концов это его творчество. Да? Как-то с одним ветераном нашей войны из Чечни я на Брехаловке совершенно случайно разговорились. И я вдруг вспомнил одну цитату из стихотворения Даура Зантария, она звучала так. Когда в Чечне горят поля, в Абхазии трещат надгробия. Этот парень плакать начал. Настолько пронзительные были у него стихи, которые в самую душу проникали. Хочу закончить тем, с чего начал. У нас сегодня очень большое событие, и как-то один из коллег наших сказал, что быть опубликованным в серии «Жизнь замечательных людей» – это, считайте, литературный Оскар. Вот такое сравнение было приведено. И в жизни нашей у нас очень много, кстати говоря, авторов было разных, да, и очень многие заслуживали этого, но в силу разных причин как-то это вот не складывалось. Да. Всего один человек, оказывается, в 1962 году, да, Георгий Гуля опубликовал повесть о своем отце, о Дмитрии Иосифовиче Гуле. И вот с 1962 года впервые, значит, мы постсоветский, поствоенный период, значит, у нас такая возможность образовалась, и сегодня, еще раз хочу сказать, Дауд Зантария начинает занимать положенное ему место. Вот здесь Игорь Сидни говорил, я хочу сказать, он автор словаря культуры 21 века. И в числе прочих авторов, вот сейчас будет переиздание, значит, этого словаря, там будет введено в оборот выражение, которое запустил Дауд Зантария. Все кавказские народы страдают комплексом древности. Вот такое наблюдение, да? А Игорь тогда сказал, это, говорит, он говорит, вроде я кавказец, а на самом деле он подметил общемировую черту. Вот, способность великого писателя увидеть то, что характерно для всех людей. Вот Даур оказался таким человеком, и это было замечено, и я думаю, это будет опубликовано, как вы и говорили. Большое вам спасибо. Сегодня прозвучала мысль опять, я уже боюсь, знаете, наших идей, потому что любая идея вот в этой кампании, которая, значит, предлагается, она вдруг находит реализацию, так сказать. Первый раз это было, когда года 3 назад мы в доме Ростова в Москве в память Даура Зантария собрались, и Вячеслав Атрошенко
высказал идею, что надо в серии «Жизнь замечательных людей» опубликовать, значит, тогда. Тогда еще и книги не было написано, вообще не было понимания, вообще, как это делать и что. И вот спустя 3 года мы с вами здесь собрались, и эта идея получила реализацию. А сегодня на встречу у президента Абхазии Бадара Турабовича Гумба была высказана идея создания премии имени Даура Зантария в Абхазии. Мы выражаем благодарность вам. Спасибо. Ну, Даур мой брат. И ну, о его судьбе здесь много сказано. Я вам за все благодарен. Вообще мне слов нет. Но то, что вот это раскрыто, об этом сказано, и мы получили возможность открыто гордиться, что это наш брат, это тоже для нас очень многое значит. Но почему это случилось, как это случилось? Ему повезло в одном, что он попал в семью, такую семью, которая не было такого отношения и не допускалось, что он был приемный. Это были родные люди. Вообще-то Даур в своей жизни он умел как-то собирать вокруг себя или сам входил в эти круги верных, любящих его людей. Здесь то, что было прочитано, стихотворение, ну, что строчку из стихотворения Татьяны Бек, тоже говорит о многом. Но он был общительный, он просто от Бога был человек. Сейчас не буду я его хвалить, уже раз я открыл эти карты. Я вот смотрю эту книгу, читаю. Ну, я читал вроде бы, учился в литературном институте. Там невозможно было не читать эти книги. Ну, все это я прочитал, но я скажу, это правда, что это не одна, а лучшая книга, написанная о великих деятелях культуры, литературы. Я просто удивляюсь. Еще я знаю, что Максим не был знаком лично с Дауром. Но вот видите, как получается, что он был незнаком, а столько знакомых, друзей у Даура были, что он с ними, от них получил эту информацию. Где? Я просто удивляюсь, откуда у него такая информация, как это можно было? Я потом подумал, что чтобы достичь какой-то вершины, надо быть самому быть высоким. С подножия вершины никак нельзя объять все, что происходит на высоте. И я думаю, что я не преувеличение. Максим на той же высоте, откуда стало ему близко все, что произошло с Дауром, все, что натворил. Буду говорить так грубо, говорил Даур, это все было ему близко. С этой высоты, с высотой на свою высоту, это все передалось, и мы это получили, эту книгу. У меня такое чувство, что я не могу сейчас говорить о том, что Даура нет, что он ушел рано. Все это трагедия. Но мне кажется, после этой книги можно о нем говорить как о живом человеке. Я благодарен всем, кто принимал участие, всем, кто помогал Максиму здесь и выступал. Руслан, здесь Циза Гумба, которая я сегодня спросил у нее, в туфлях она могла продать тоже, кстати, она не была близко знакома с Дауром.
продать свою обувь, чтобы что-то сделать для этого музея, для прославления. Это такие люди, я боюсь, что кого-то пропущу, но очень много людей, которые вот, как магнит Даур притянул к себе. У нас много друзей, иногда, как говорил когда-то, писал Владислав Арзенба, что я иногда удивляюсь, сколько много у нас и врагов вроде бы, но сколько у нас много друзей в этом мире. Вот и вам всем большое спасибо за не то, что храните вы память, а за то, что вы вывели его на эту большую дорогу. И рисунки ваши, и это все, оформление, это все. Я лучше сейчас, чтобы не расплакаться, я закончу. Еще раз благодарю и руководство нашей страны, которое я вот настолько слышал, что они как-то оценили этот ваш труд, достоинство и все это. Ну, слава Богу, я сейчас немножко вернусь об участии Даура, каком-то участии Даура в нашей войне. Мало кто знает, но там даже это вы раскрыли, там, что он был всегда в гуще этих событий. Его насильно из Дамыша отправили родственники в Будеуты, а так он был в гуще. При нем все это происходило, уничтожение села. Когда первый день уже освобождения Абхазии я поехал домой к себе, там отец, было время войны, он никуда не уезжал. И по дороге в Дамышах я вижу, сидит старик. Был бы я скульптором, я не знаю, художником, может быть, что-то можно было бы гениальное создать. Сидит старик с посохом на камне, просто сидит и задумавшись. Я остановился, он меня-то знает, подошел к нему. Это все, это села, все сгорело, все. И этот старик в этом мире, в этом разрушенном сидит и думает, о чем он думает. Он у меня спросил, как Даур там, как этот сам Даур еще не успел с войны сразу приехать. Но это тоже я запомнил навсегда. И я помню, что все, кто не приезжал, и Битов, и все остальные, Искандер, все остальные, они через этот дом прошли, они бывали, все они были в этом доме, этого дома сегодня нет. И дай Бог, чтобы это все восстановилось через сына, через родственников. А домом всегда будет память о тех, кто там побывал и усилил не просто хлеб-соль, а всю вот эту доброту нашей любви и благодарности. А мне кажется, что важно сейчас произносить мне как другу сложно, потому что Даур уже, как сказать, я сам его для себя, как сказать, перехожу из категории друзей в категорию читателей. Потому что, как всегда, когда ты дружишь, и когда вы вместе варитесь в одном бульоне, очень сложно понять вкус этого бульона. Поэтому, как писателя, поэта, Даура мы стали открывать с его уходом, к сожалению, потому что все это, естественно, какие-то фрагменты, главы, наши разговоры, это зачитывалось все, он, как сказать, полировал на нас тексты свои. Зачастую наши разговоры, они вплетались потом в его рассказы, и все это как-то было вот такой массой. И сейчас, когда это все отделяется, наша вот эта, какая бы она там ни была жизнь, и
и безалаберное, и сложное, это все ушло. И он остается как писатель. И когда, к сожалению, он ушел недооцененным, наши прекрасные поэтессы возмущаются и говорят, что нет, они его читали. Да, но конечно, я знаю, что читали. Но для массового читателя он, это всегда, не знаю, беллетристика должна быть. К Дауру надо еще добраться. Он сложен и интересен. И, как всегда, большое видится на расстоянии. Дауру надо было выехать в Москву, я просто знаю, как он бился, как ему это все трудно давалось, как вот в эти журналы надо было там носить, убеждать. Ну, какой-то приехал из Абхазии парень, да? И просто благодаря друзьям, они же не просто так, Андрей Битов стал другом, да? Это был равный человек. Андрей Битов, тут сказано, кто это и что. То есть не мне сейчас это говорить. И это была такая дружба, она абсолютно основанная вот на масштабе личности, равной. И, конечно, благодарность, она начинается, во-первых, с Игоря Сид, который очень много лет назад, когда там попал к Дауру, ну, вот через Амбу, а потом... 40 лет. Да, это была вот как раз первая, и когда и я там был, то есть это была вот такая общая встреча, для нас был какой-то очень взволнованный молодой человек, который как-то все так воспринимал, а это потом вылилось. Игорь организовал тогда, и Марина, где Даур предстал в твоем свитере прекрасном, вот это вечер, или как он назывался? Авторский вечер. Авторский вечер, прекрасно, в Москве, вот это организатором был Игорь, Марина, я уже не знаю, кто там, но Игорь просто... И Александр Анквар. Безусловно. Это, Я вязала свитер ему, Дауру, для там этого прекрасно. вечера. Какими-то птицами. Вот. И, конечно, и первую книгу, да, Александр Золотинский помог издать в Москве первую книгу, вот эту «Золотое колесо». И просто я сейчас хочу быть кратким и благодарным, потому что благодарность моя, вот она, в частности, Марина, которая, я знаю просто те усилия, и трудности при издании вот этой книги «Колхидский странник». Это я знаю, сколько сложностей было, и, конечно, спасибо большое Марине вообще за твои тексты, и вообще рассказы о Дауре, потому что это очень живые мазки, потому что я уже ей говорил, что она, конечно, извини, в третьем лице, но она как бы с женской стороны немножко на Даура, он же с нами другой был, а с дамами он другой, вот, но ты его узнаешь, и вот за это спасибо, потому что это еще какие-то такие вот очень живописные мазки. Вот. И отдельно то, из-за чего мы еще, помимо того, что Даура день рождения, я думаю, конечно, я уже говорил, что он смутился бы вообще-то вот этому торжеству такому вокруг его имени, хотя он, естественно, там старался и добивался, как и любой автор, он хочет быть услышанным. И он стремился к этому, но я знаю, что его бы вот это такое чествование его бы смутило. Он, может, сейчас иронично где-то и наблюдает за всем происходящим. И, конечно, вот все вот эти же Свиза, опять же, которая вообще благодаря которой... Как всегда, это такой серый кардинал, который за всеми вот этими событиями стоит Свиза. Ей огромная благодарность, потому что то, что она, имя Даура, оно могло совсем все иначе сложиться. И, к счастью, мы имеем вот, и я не буду повторяться о важности, повторять, вернее, о важности и ценности издания именно в этой серии, это уже об этом сказано. И в правильном нахождении того, кто сможет об этом сказать, как ни парадоксально, человек, который его не знал. Но я, к сожалению, я не смог, я это отложу себе на то, чтобы прочитать ее обстоятельно, потому что то, как я ее просто просмотрел, я скажу так, это очень верный подход, это абсолютно творческий подход, и оно так и должно быть. Даура по-другому нельзя. Нельзя было это в биографический справочник превращать. Это замечательная книга сама по себе, и Даур достойный. Я очень благодарен вообще всем, кто приложил к этому руку. Здесь его друзья очень близкие есть, сидят, Томас здесь его убил. Это друг вообще студенчества, все, ближайший философ Томас Демистовичвили, Валера Глазков, где-то в Лондоне сидит там.
Это близкие друзья, которые делили с ним и трудности, и, как сказать, это мы, как сказать, взаимоформирование такое. И Даур был уникален, очень интересен, непредсказуем и глубок. Это личность, которую тоже осознаешь с уходом. По поводу литературной премии здесь много говорили, и я тоже хочу добавить. Понимаете как? Были такие известные писатели: Пушкин, Чехов, Федор Михайлович Достоевский. У них не было литературных премий, друзья. У них не было литературных премий. И у Даура, и он в хорошей компании, согласитесь, да? Это нормально. Но есть хитрость. Например, есть известная Пушкинская литературная премия, получить которую это неплохо. Вот я полагаю, что Зонтарьевская, Дауровская, как сказать правильно, премия, она бы была как раз вот в ряду этой Пушкинской премии. Вот это здесь понятно, здесь они находятся в одном ряду. Второе, по поводу благодарности. Я хотел бы все-таки вспомнить человека, который, к сожалению, вспомнить его уже нет, Владимира Зонтария, с которым мы подружились год назад, мы были здесь, он принимал нас, мы великолепно дружили, естественно, выпивали, был чудесный фейерверк. Вот, но когда книга уже была почти написана, Циза, которая сейчас спряталась за колонной, она мне сообщила, что эту рукопись надо прочитать кому-то. А я это не люблю, когда, формально дело не сделано, а кто-то еще будет читать, потом начнутся эти долгие выяснения, вот это надо убрать, это надо поменять. И это в кино я просто это вообще ненавижу, запрещаю это делать. Но неважно, здесь ладно. И как раз Владимир Зонтарий был назначен такой читающей головой, есть такой термин, да, читающая голова. Ох, что ж, да, рукопись ушла, прошла неделя, молчание. Прошла вторая неделя, молчание. Я думаю, сейчас все-то и начнется. А там же еще сроки издательства, там нужно сдавать, то есть год. Время выходит. И вдруг я получаю ночью письмо от Володи, Владимира, в котором я был потрясен. Он сначала что-то такое стал, может быть, вот это подправить, может быть, вот это подправить. Потом он, видимо, сам понял, что что за ерунда, что там поправить, да ничего не надо править. И я прочитал это на одном дыхании, и он так глубоко разобрал мне то, что я написал. Друзья, я такого не ожидал. Я с таким впервые, с такой читающей головой столкнулся. Потому что, как правило, были какие-то просьбы, пожелания. Это удивительно. Это просто удивительно. Очень жалко, что Владимир прочитал эту книгу в рукописи. Жалко, что он книгу не держал в руках. Вот это жалко, бывает. Вот. И я хотел бы поблагодарить еще одного человека, с которым мы взаимодействовали. Он где-то здесь, я знаю, Нар, сын Даура, он человек скромный, он где-то там, я говорю громко, услышит. Знаете как? Тоже произошла такая история впервые, потому что я какие-то тексты, книги писал и взаимодействовал с родственниками. Друзья, не пожелаю вам я взаимодействия с родственниками героев вот этих серий. Это нечто. Потрясающе Нар был оперативен, внятен, в своих комментариях сдержан. Не было долгой вот этой переписки, а я забыл то, я забыл это я перепутал. Нет, я был тоже... Нар, спасибо тебе, дорогой. Это
это было очень здорово и очень приятно. Очень приятно. Тут, ну да, перефразируя одну известную фразу, сын за отца ответил. Вот, спасибо тебе, дорогой, да. Вот, и последнее. Вновь я уже сегодня говорил и хотел бы поблагодарить, повторяю, к сожалению, она не смогла приехать, главный редактор издательства «Молодая гвардия» Марию Кирилловну Залесскую, то есть человек, который эту серию, который, по-моему, 2 года назад, я не помню, 100 лет, это такой бренд вообще-то серьезный в русской, в российской литературе сейчас, он один такой, вот, которая отозвалась на всю эту историю очень с таким энтузиазмом, оперативно, опять-таки. Как приятно работать с профессиональными людьми, друзья. Мы все об этом мечтаем, поскольку собрались профессионалы, то нам и всем хорошо. Знаете, кто пробовал биографию какую-то описывать или жизненный путь, всегда стоит перед выбором, что является доминантой, да, в жизни будущего героя. Или, мне кажется, что наш друг Гуреев выбрал очень правильную тональность, да, так сказать, Даура. Потому что Даур был тот редкий тип человека, который жил, ну, как у Высоцкого, на разрыв аорты жил, да? Если он любил сполна. Если ненавидел, тоже сполна. В общем, мне посчастливилось быть его другом. И, конечно, более блестящего человека, остроумного и талантливого я не видел, но в то же время любой творческий человек – это всегда очень сложная личность, но у меня был опыт общения со сложными и талантливыми личностями, и я знал, как ими, ну, скажем плохое слово, управлять. Да? Чаще хвалил, чем ругал, да? И это была единственная возможность как-то, ну, сглаживать вот эти острые углы, которые у Даура были в очень большом количестве. Ну, простой пример. Вот когда он учился на высших курсах, я, конечно, там, ну, почти в ежедневном режиме с ним общался. Вечером все заканчивалось в ресторане или ЦДЛ, или Дом кино. И я видел, как все знаменитые сценаристы России, да, ну тогда еще СССР, как они его боялись. Потому что он мог одной фразой как бы или, ну, уничтожить человека, или сделать его очень известным. Мне довелось также присутствовать при его спорах с великим знатоком XIX века Эдельманом, который был близкий друг Искандера, Натан Яковлевич. И Эдельман считался одним из лучших знатоков истории XIX века. Да? Потом, когда я отвозил, это было на даче Искандера на Золотом берегу, вечером, когда я отвозил Эдельмана с женой в Пицунду, Эдельман говорит: он лучше меня знает историю XIX века. В общем, жаль, что рано ушел, но в моем сердце он, конечно, занимает особое место, и его могилу я стригу цветочки, поливаю все время, потому что он оказал и на меня очень большое влияние. Жалко, что талантливые люди уходят рано. Жалко. Поэтому, Максим, спасибо тебе. Да.
ты уже давно друг Абхазии, да? Я помню, когда мы совместно с тобой фильм делали, ты пишешь замечательные книги, снимаешь замечательные фильмы и вообще замечательный человек. Я надеюсь, что следующая твоя книга будет книга о Фазиле Искандере, где я надеюсь тоже буду опять твоим главным консультантом, да? Так что светлая память Дауру, он навсегда останется в наших сердцах. يتبوك يخبريا الزين يمي خطس وسريزي بسكاوسو يشا دور زنتريا يختك شراك محا نرحس شزم لكي بدو أكتنا راشي يخطي سريع بستار ستخنا ريزي شبوش خويالس يتجي دتشكالا سازنوكو ستخناها رزحة رسيقة ورزحة كوزا راكي نسيزباشا سحري سرسلاشي تشبه حسب خدام وسنرجع يستخو عبسو شكولتشا اكتورتشا ياربن داوي ياخدي بشاحة راح نخر حاخدي عن زيجوا بدو ركتنا حرزنقل سزحن حاحمش سزحن وبريزحن شزن بيا عبسو جبار فيش بدوشو يسكوزي شو سرا جات ляжет шас парстакупа я усала сара ус умаг хинткара магисума умаг джибайс барбит хасак насари зигей цеждиру пахада днау وساجد بمبر رحت سمبر وحاجيت سامت الشجرة نسقنا هي حيزلا سوشو زالا هي ريغنون دين عهد أبريد دخلت بالردو يسوشو زالا أو أخذنا بنسيشتو سرس شجرة نسقنا هي خا يسبرك زتشو شيخو أبريد عايز أراتن خدشاقو بلويز شاقو بلحبيرو أباسا بدوي بتنا بزشاق هذا شربنا حيربو حيتشاجو عن شيء الدار واشتري دار هذا هزنما جوابا أو آخذنا بحمد حاجة بسباشا شيشو بسوي ينزش وبعد كذا رزقوتنا لازم مكارك حما زرقة بدو أبتنا حيختشالو حيربون чего-то. Я сегодня очень хотела вас искупать в любви абхазской, чтобы вы увидели, услышали, почему я выбирала этот театр, чтобы вы увидели. Это наш большой театр, это наша, это здесь вышли, работали великие корифеи, люди, которые сохранили, передали наш необыкновенный древний язык. И сегодня я просто хочу два слова сказать, когда я пришла, к примеру, с письмом о том, что вас хочу пригласить. Пример меня встречал, я сейчас боюсь заплакать, я же уже старый человек. Я с книгой к нему зашла, и он начал цитировать Даура. Я в шоке была, я эту книгу держу. И он сказал, я говорю, я не знала, что вы читаете. Я думала, что только Маргарита Глебовна и Александр Плотинского читали, которые меня заставили в этот океан неизвестности нырнуть. И неужели это правда? Я ему подаю письмо и книгу держу. Он говорит, можно я возьму книгу? И вот я хочу вам сказать, а он сказал, не обижайтесь. Те, которые сегодня в ТикТоке сидят, они не могут это читать. Даура надо читать, изучать, возвращаться к нему и делать выводы. Поэтому не обижайтесь. Будет поколение, есть поколение, которое будет читать и чтить память таких людей. И очень много мне приятных вещей сказал, просил, чтобы я не забыла никого, кого пригласить.
как вести, как это делать. Все, что сегодня сделано, и ваш приезд, это все при финансовой поддержке нашего государства. Вы понимаете, как тяжело в нашей стране со всех сторон, но вот на такие вещи, оказывается, мы имеем возможность вас видеть, слышать. И моя задача была этот ваш приезд каким-то образом искупать вас в любви. Это удалось, Лиза. И поэтому я очень хотела, чтобы вы увидели наш вас. Учитывая, что вы очень короткое время здесь находитесь, мне очень хотелось, чтобы вы увидели этот великолепный театр. И чтобы вы увидели всех наших прекрасных людей, которые, понимаете, мы очень много что пережили. И после всех таких трагических ситуаций, и потом мы за последние несколько месяцев потеряли грандиозных людей, пример сказал, нация понесла тяжелую утрату. И с уходом Станислава Лохова, с Владимиром Зандарием, Анатолием Лавла. Это, конечно, это люди, которые оставили огромный след. И дай Бог, чтобы молодое поколение имело возможность это продолжить. Нету ни одного человека. Институт наш. Вот мне очень тяжело, но руководитель нашего института вот, стоит на галерке, он все время меня поддерживал. Он все время меня, иногда же я начинала нервничать, он сказал, во-первых, у него необыкновенный тон. Он говорит на таком абхазском языке, который уже давно потерян. Он все время успокаивал, он говорил, все будет хорошо. Я безмерно благодарна Руслану Хашу. Я не буду говорить о великолепном молодом человеке, который день и ночь помогал, и вы его прекрасно знаете, Руслан Бганов и Табур Сулуш. Все родственники, все друзья Даура, которые постоянно, не только в эти дни, но постоянно поддерживали меня. И я начну сейчас всех называть, кого-то обязательно пропущу. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Батал Кубахер, Арда Иналуна. Очень много людей, которые постоянно меня поддерживают. Я просто еще хочу несколько слов сказать. Не знаю, это все свыше, наверное, потому что когда выяснилось, что Трошенко, который говорил о том, что это волшебная проза Даура, она не должна остаться только в кругу людей, которые его близко знали. Должен мир его услышать, должны переводить на другие языки. И все это я старалась сделать, старалась вначале пробить этот путь, а потом уже обращаться к тем, кто сможет меня в этом поддержать. И таким образом ничего бы не вышло бы, если бы Марина когда-то не написала после очень, даже годовщины не было Даура, Калфитского странника. Ничего бы не было, если бы не появился Беслан Кубашев. Он просто ниоткуда появился. Однажды позвонил, сказал, Цезарь, я скоро приеду, и мы увидимся. Я была потрясена. Когда он зашел в центр Даура, я встретила его, и он мне говорит, «Саби бари бзи бабони, саби не дай анза казимич дневник». Вот судьба нас столкнула. Не переживай, все сделаем. Но вы представляете, в Исхавра Зеге вас Ереемия с Изгулом Ехосту Зеге Асхавра Аласшиему. И Хабрея из Зеге с Шубухшу, и Табук Дарата. И Хала Хабхо Ади Хайхдзидзал, потом и Ктана Хайбабо, Ханаби Пуршанах Зухамуларге. Я хах яхдыру, айзбы дахдыру, яхабы дахдыру. Бас атыргыла зарашан чей харита. Яхаму хахас хуца зихало. Миллион на это хиткар, и рымам хари хаму бахдыр хадырва.
иарбанзаалакгьы иҟоу аԥсҭазаараҿы иҟоу зегьы рҿы абри атеатргьы пату ақәҵан, абра ажәлар еиҵагыланы иааиуа, адунеиаҿы ҳахыны иааиуа, ҳзыԥсу, рбо ираҳо, ҳаӡәаҿы ҳаизхәыцны ҳаихӡыӡаауа анцәа ҳҟаиҵааит, иҭабуп, саашьақәшәом иааиуа.